В республике вот-вот начнется второй сезон Башкирской шахматной лиги. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии Филюс Ушбулатов, председатель Федерации шахмат Республики Башкортостан. Филюс Хамитович, здравствуйте. Добрый день. Итак, у нас впервые в России стартует именно Башкирская шахматная лига. До этого в Башкортостане не было такого соревновательного сезона. Это вот именно, причем я сознательно говорю, что это сезон. Это предстоит уже второй сезон, но давайте подведем итоги первому. Насколько он получился? Не получился ли первый блин комом? Нет, не получился первым блин комом, наоборот. Мы получили, Роза, вам скажу, что меньшего эффекта. Но время показало, что мы очень своевременно все это сделали. И мы не просто там в десятку попали, а в десятку десятки, в самое яблочко, что называется. Шахматы бурно развиваются в Башкирии, и башкирское проведение в Башкирской шахматной лиге это еще раз подтвердило. На сегодняшний день могу сказать, что вот как вы сказали, за прошлый сезон мы провели более 600 шахматных турниров. Больших, малых, средних. Вот. Это не считая там, где вот мы были между собойщики. Если в году 365 дней, вот посчитайте, сколько мы с вами сейчас беседуем, а 2,5 турнира за сегодняшний день уже идут. Это говорит о больших масштабах. Вот. Поэтому мы озадачились в Башкирской шахматной лиге большим охватом участников соревнований. И вторая была цель – объединение. Конечно, главная цель – это популяризация здорового образа жизни, популяризация шахмат. Ну, я много раз говорю, повторю еще раз в эфире. Более полезного вида спорта для подрастающего поколения, в интеллектуальном плане я имею в виду, для развития ребенка больше, чем шахматы, я не знаю. Это очень полезная игра, аналитика и так далее, и так далее. Всего перечислять не буду, они общеизвестны. Так вот, я первое, что хочу сказать, очень своевременно. И второе, мы не ожидали такого эффекта. Превзошло все наши ожидания. Но вместе с тем и мы поняли, над чем нам в следующий раз работать. Итог. Мы начали с 10 команд, тренеров которых я знаю, давно общаюсь. Я в шахматах в республике с 2009 года официально. Меня избрали председателем в 2015 году. На будущий год как бы маленький юбилей 10-летний. Вот. На сегодняшний день заявилось уже 43 команды. То есть больше, чем в 4 раза. Тот формат, по которому мы проводили, конечно, он уже не пригоден. 10 команд друг к другу в гости ездили. Дети, кроме того, что играли в шахматы, они, что называется, почувствовали, что республика очень большая по территории. И дети не просто там разные города, населенные пункты посмотрели. И кроме того, что там подружились, пообщались, они еще увидели башкирскую природу и все неурядицы нашей башкирской погоды. Потому что, например, в зимние месяцы, в гололед, в пургу, представляете, из Октябрьского доехать до Учелов. Это вот на автобусе 8 часов. Благо, в Учелах там все очень хорошо организовано. Больше того, там с ночевкой дети, потому что в 8 часов ехать и играть тур и потом возвращаться, это немыслимо, это сложно, да и ни к чему. Мы это заранее знали, мы это видели. Так вот, возвращаясь к нынешнему. Первый тур будет в октябре месяце. Мы к нему усиленно готовимся. На сегодняшний день уточняются списки команд, положение уточняется. Это очень непростой процесс, потому что в прошлом году выявились и недостатки, потому что разного уровня команды. Я уже сказал, наша цель – популяризация. Я бы очень хотел, чтобы, скажем так, слабые игроки имели возможность встретиться с сильными. Это вот своего рода обучение этого. Кстати сказать, за прошлый год мы провели женский этап Кубка России, мужской этап Кубка России. В общей сложности нам удалось пригласить 23 гроссмейстера в Уфу.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство республики. Мы уже который год проводим все наши крупные соревнования подобного рода, равно как и финал Башкирской шахматной лиги, мы проводим в зале имени Салавата в Конгресс-холле. Он идеально подходит к шахматным требованиям проведения шахматных соревнований. И туалеты близко, и комнаты отдыха недалеко, и вместе с тем участники изолированы от родителей, попечителей там, и так далее. Полная тишина. Это не хоккей, не футбол. Значит, это очень серьезные требования к этим. И к тому же пейзажный вид на реку, на Белую. Значит, ну, тоже шахматисты далеко не как мы с вами сидят. Им, сильным шахматистам, и вовсе не нужна шахматная доска. Но вот они шахматные партии проигрывают у себя в голове на память, конечно. Так вот, возвращаясь, сегодня мы уже подошли к тому, что мы разделили пока, еще раз говорю, 43 команды на 5 регионов, скажем так, нашу Башкирию. Зоны? Зоны, да. Значит, чтобы вы понимали, что такое Башкирия, это в 2,3 на территории нашей больше, чем соседняя Татария, чтобы вы понимали. Горы, реки, леса. Только что я про путь изучил в Октябрьске и обратно, я вам только что рассказал. Большая по протяженности. Возникли проблемы с локацией. Чтобы этого избежать, мы сделали на зоны. 5 зон. Зауралье, центр Уфа, центр Башкирии, запад и север. Значит, в каждом из них от 9 до 12 команд. Вот, на сегодняшний день 43 команды. Еще раз говорю, уточняется. Возможно, кто-то выпадет из нижнего состава, кто-то, наоборот, войдет. Потому что, еще раз говорю, для них, вот мы проводили несколько раз совещания, полной неожиданностью стало для некоторых руководителей клубов, что их вот пригласили в башкирскую шахматную. Слышать не слышали и знать не знали. То есть вот только в том году они узнали. Ну, отношение было такое, ну вот там будут сильнейшие элитные клубы там и так далее, и так далее. Мы понимаем, что сильнейшие тренеры, конечно, живут в столице, и уровень подготовки, конечно, сельского шахматиста совсем другой. Кстати сказать, Башкирия очень сильна сельскими шахматами. Очень сильна. Это вот я поставлю в заслугу именно работы шахматной федерации Башкирии, потому что мы не только крупными городами занимаемся, там Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, там, и так далее, и так далее. Вот. Сейчас на память не хочу перечислять, чтобы кого-то из городов и населенных пунктов не обидеть, но я сказал 43 пока. Вот. Есть подозрение, что на будущий год мы в какой-то момент сейчас остановимся, уже больше не будем принимать. Но есть подозрение, что на будущий сезон мы зонирование еще мельче сделаем и еще больше будет. Это, действительно, цель достигнута. Мы охватим всю территорию нашей большой республики. Вот. Так вот, они там в зонах будут играть. Значит, и лучшие команды будут отбираться уже между собой и таким образом выйдут в финал. Финал будет проходить, мы проводили его в мае месяце в Конгресс-холле. Вот. И, наконец, моя мечта сбудется, чтобы, я вам говорил уже не раз, Роза, скажу для наших телезрителей. Моя мечта – это предоставить шанс для мальчика, каким когда-то я был, который плохо говорит по-русски, сыграть здесь, в столице, с лучшими, сильнейшими игроками в финале этого командного соревнования. Предоставить и увидеть эту столицу, здесь быть. Поэтому вот такие вот задачи. Очень у вас насыщенные планы, а вот увеличение числа участников Башкирской шахматной лиги более чем в 4 раза, это вообще прогресс. И расскажите, вот как-то вот между тренерами, может быть, будет какая-то подготовка для того, чтобы они могли, может быть, какие-то тренерские курсы, чтобы они могли тоже подготовить ребят посильнее? Роза, за последние 10 лет мы кратно увеличили количество тренеров, в том числе сельских. Больше того, мы уровень судейства серьезно подняли. У нас есть уникальная семья Сухановых, где папа, мама и 2 детей, все судьи. То есть хоть завтра
в книгу рекордов Гиннесса. Значит, вносить можно. И таких примеров у нас очень много, где у нас и из одной семьи не по одному участнику, значит, члену семьи, и они участвуют аж в разных. И мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Вот. Мы и старшее поколение не забываем, конечно, у нас среди ветеранов есть чемпионы. Вот. Ну и есть такие знаковые победы. Давайте вспомним, несмотря на то, что время нашего эфира ограничено, о том, что победа наших юных шахматистов в финале Спартакиады России, где 4 человека, в том числе Лейла Табермакова, Адель Юсупова и Роман Лубянов, они смогли, Алексей Игнатьев, ребята смогли выиграть финал. Такого я, насколько не помню, не было в истории шахмат. Нет, это вообще впервые. Фаворитами мы не являлись, но позиции мы постепенно улучшали год от года. Лейла Табермакова – это чемпионка Азии. Российская шахматная федерация впервые участвовала в азиатских крупных таких соревнованиях. И наша Лейла Табермакова сразу стала в своей возрастной категории чемпионкой. Что уж и говорить, амбиции были планы, но, как сами дети сказали, конечно, этого никто не ожидал. Очень хорошо мы стартанули, две самые сильные команды мы сразу выиграли, причем с солидным перевесом. И это придало ребятам уверенность. Насколько я знаю, только одна ничья была. Вот. Остальное мы выиграли вчистую. Кроме этого, есть еще и другие, отмечу Риану Кензебулатову, она в Чебоксарах совсем недавно выиграла. Вот. И скоро будут в Италии чемпионат мира. Там, естественно, будем представлять. Очень хорошо мы взаимодействуем с Министерством спорта. Я уже сказал, что нас правительство очень хорошо поддерживает. Министерство спорта тоже уделяет нам внимание. Конечно, хотелось бы еще большего. Вот. А из планов я затеял, поскольку как вы знаете, я один из заказчиков-застройщиков нашего замечательного города, я затеял построить центральный дом шахмат с филиалами. Потому что нам нужно, конечно, уже свое помещение. На фоне тех спортивных объектов, которые мы открыли к 450-летию, я тоже хочу. Я обратился уже к руководству, поддержка есть. Сейчас работаем над подбором локации, места, и над проектированием. Бог даст, Алла-Верса, мы к этому подойдем. Но не просто центральный дом шахмат. Я еще раз говорю, мы Республиканская шахматная федерация. Нам нужны филиалы. Их минимум 5-7, но я надеюсь, что их будет больше. Такие амбициозные планы, и мы над ними работаем. Филипп Хамидович, спасибо огромное. Мы желаем, чтобы ваши амбициозные планы действительно сбывались, потому что шаг за шагом действительно за этот период есть успехи. Лейла Табермакова появилась, у ребят есть успех на Спартакиаде школьников. То есть есть такие именно успехи и на российском уровне, и на международном. Поэтому о том, что ваши амбициозные планы будут сбываться, пожалуй, сомневаться не стоит. Спасибо огромное. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.